Здравствуйте, уважаемые граждане автономии и представители средств массовой информации. Тема сегодняшнего нашего брифинга является выплаты компенсаций в холодный период времени для граждан, проживающих на территории АТО Гагаузии. Вы знаете, что в прошлом году было значительное повышение тарифов на электроэнергию и на ряд других значимых энергоносителей. Поэтому по инициативе Башкана из средств собственных доходов были предусмотрены в бюджете автономии на 2016 год средства в размере 2 миллионов лей на компенсацию роста этих тарифов. В связи с чем постановлением 2/1 от 21 января 2016 года было утверждено положение выплат для следующих категорий граждан. Я сейчас их перечислю в холодный период времени. Это семьи по потере кормильца, это инвалиды детства старше 18 лет, это многодетные семьи 4 ребенка и больше, граждане, рожденные до 30-го года рождения, то есть 30-й год и старше, 1930-й. Это лица, получившие увечья и семьи погибшим в Афганистане, и также граждане, которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Каким образом прописан механизм выплаты этим категориям граждан, данных выплат? Во-первых, это лицо должно проживать на территории АТО Гагаузии и быть гражданином Республики Молдова. Не должно находиться в местах лишения свободы, а инвалиды не должны находиться в приютах, интернатах и так дальше. Семья выбирает своего представителя, если мы говорим о многодетных семьях и семьях по потере кормильца. И данный представитель от семьи подходит к социальному ассистенту в населенном пункте, где проживает, либо в примарию, и в дальнейшем примарии должны отправить к социальному ассистенту. И заполняет и пишет заявление на данную выплату. Дальше происходит набор всех необходимых документов, которые уже социальный ассистент подсказывает гражданам, что они должны принести и каким образом пакет документов сформировать. Когда принимаются эти документы, когда, в общем-то, все справки собраны, к заявлению должно пройти не более 2 недель. Эти заявления рассматриваются районными отделами социальной помощи, и в дальнейшем они отправляются в Управление здравоохранения и социальной защиты, где комиссионно мы их утверждаем. После этого мы проводим свод, сколько необходимо заявлений к выдаче, значит, оформить, и через отделение Почты Молдовы мы производим выплату этих пособий. В данный момент времени проходит выплата пособий за январь-февраль месяц. Значит, как закончится месяц март, мы также соберем комиссию, рассмотрим данные заявления, утвердим и выплатим за март месяц. Следующие выплаты будут предусмотрены в ноябре, в декабре. То есть данные выплаты предусмотрены на холодный период. Это январь, февраль, март, ноябрь, декабрь. Сумма выплаты в месяц равна 100 леям. За сезон граждане должны получить 500 леев. Хочу подчеркнуть, что данная выплата проводится впервые в истории Гагаузии. До сих пор такой опыт был только в Кишиневе и в Бельцах. Остальные выплаты, которые проводятся из республиканского бюджета в холодный период времени, это другое финансирование. Если наши собственные доходы в этом году будут расти, соответственно, и эти выплаты будут продолжены, и будем рассматривать категории граждан. Может их расширять в случае роста собственных доходов.